Мир вам и вашему дому, братья и сестры. В этом году по воле Аллаха сложилось так, что благословенный месяц Рамадан наступил во время пандемии коронавируса. И в связи с этим некоторые начали задаваться вопросом, безопасно ли держать пост, а точнее, можно ли отказаться от поста в месяц Рамадан по той причине, что достаточно долгое голодание и отказ от питья может привести к иммунодефициту. А как мы знаем, коронавирус очень любит организм с иммунодефицитом. Те, кто задаются такими вопросами, должны помнить, что все происходит по воле Аллаха. И достаточно здоровый человек, который соблюдает самоизоляцию и санитарные нормы, может по воле Аллаха спокойно держать пост. Но пост обязательно должны прервать те, кто вдруг заметили ухудшение здоровья во время поста. Ведь рисковать своим здоровьем и своей жизнью ради поста нельзя. Это общеизвестный факт, и среди ученых нет в этом разногласия. Однако это не означает, что вы можете оставить пост только потому, что у вас, извините, там сопли немного потекли. Нет. Для того, чтобы оставить пост, нужны веские, реальные и живые причины, а не воображаемые или потенциальные. Учитывая то, что во дворе чума по имени коронавирус, если вы обнаружите у себя симптомы коронавируса, то вам можно и даже нужно немедленно прервать пост и сразу же самоизолироваться и снабжать организм как можно большим количеством жидкости. То есть нужно пить как можно больше воды и, естественно, не голодать. Чтобы точно понять симптомы коронавируса, а также чтобы себя не накручивать, я озвучу общеизвестные симптомы коронавируса. Часто наблюдаемые симптомы коронавируса – это повышение температуры тела, кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты, отдышка, боль в мышцах и утомляемость. А теперь давайте поговорим о самоизоляции. Мы знаем, что достаточно много людей не могут соблюдать самоизоляцию по той причине, что у них нет средств на пропитание. И мы специально, чтобы хоть как-то облегчить жизнь таким людям, уже 3-ю неделю помогаем продуктам питания нуждающимся семьям. Но в предыдущих видео, когда мы объявили готовность помочь нуждающимся семьям продуктам питания во время карантина, мы не ожидали, что нуждающихся так много. Но несмотря на это, мы уже успели помочь почти 200 нуждающимся семьям продуктами питания. Однако еще десятки семей ждут своей очереди. Поэтому обращаемся к вам, братья и сестры, еще раз за поддержкой. Если вы хотите помочь нам в этом благом деле, то можете заказать наши удаленные услуги графического дизайна вот по этому WhatsApp. Но как мы уже не раз говорили, сейчас именно тот час, когда каждая копейка важна. И поэтому, если вам не нужны наши услуги, но вы бы хотели помочь нам в этом благом деле, то можете пожертвовать абсолютно любую сумму на наши рабочие реквизиты. У кого-то из вас может быть каждый день на столе разные вкусняшки. И я вас за это не осуждаю. Вы имеете полное право покупать все, что пожелаете. Но я призываю вас хотя бы на один день отказаться от этих вкусняшек и помочь тем, кому достаточно иметь хотя бы хлеба, воды и соли. Все отчеты передачи продуктов вы сможете найти на нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Это для тех братьев и сестер, которые хотят убедиться. А те, кто не в силах помочь финансово, могут помочь в распространении этого видео. Каждый ваш лайк и репост может стать причиной распространения этого видео по воле Аллаха. А в конце очень важное объявление для тех, кто нуждается в помощи. Новых заявок на помощь в ближайшие дни мы не в состоянии брать, пока не поможем тем семьям, которым уже обещали помочь. Потому что, к сожалению, мы за сутки в состоянии помочь всего лишь нескольким семьям. Но, к большому сожалению, желающих помочь намного меньше, чем желающих получить помощь. А должно быть наоборот. Поэтому просим вас набраться терпения. Мы объявим на канале, как только будем готовы принимать новые заявки по воле Аллаха. Заранее благодарю всех братьев и сестер за поддержку. И как всегда в конце, хвала Аллаху Господу миров.